Военкоры ТНВ почти 20 раз с начала специальной военной операции выезжали с командировками на передовую. Мы всегда рассказываем о героях-татарстанцах, которые сегодня сражаются за нашу победу. Летом прошлого года в республике были сформированы 3 добровольческих именных батальона, которые сегодня активно действуют на всех фронтах. Они носят имена героев Советского Союза Бориса Кузнецова и Сабира Ахтямова, героя России Дамира Исламова. Делегация из Татарстана от имени Раиса Республики на этой неделе встретилась с бойцами на передовой. Репортаж Ленара Валиулова и Андрея Ключникова. Дед тоже служил, тоже командир танка, так же, как и я. Служил он в Таджикистане, в советской армии. В силу событий специальной военной операции семью командира танка с позывным «Чебан» можно назвать военной. Сначала в зону боевых действий за ленточку ушел отец. А потом воин понял, что традицию, заложенную дедом и отцом, надо продолжить. И стал 3-м поколением в семье, присягнувшим служить во благо Родины в вооруженных силах Российской Федерации. Посмотрел на отца, отец ушел. Наверное, полгода я еще работал на гражданке. И подтолкнуло. Мне как-то неспокойно было, отец там, и мне очень захотелось. В конце лета прошлого года из Татарстана на фронт ушли еще 3 батальона добровольцев. Им были присвоены имена героев Советского Союза и России, которые родились в Татарстане: Сабира Ахтямова, Бориса Кузнецова и Дамира Исламова. Сабир Ахтямов — стрелок. В 1944 году из противотанкового ружья в одиночку разбил колонну техники. 18-летний Борис Кузнецов, связист артиллерийского дивизиона, отличился при битве за Днепр. Он больше 40 раз вплавь преодолевал реку для обеспечения коммуникации между подразделениями полка. Дамир Исламов — герой нашего времени. 25-летний лениногорец в марте 22 года, героически сражаясь с превосходящими силами противника, подбил 4 танка, но при этом погиб. За этот героический подвиг Дамир был награжден звездой Героя России. Именные татарстанские батальоны комплектовались в большей части из потомков героев предыдущих войн. У меня вся семья военная. У меня родной дядька военный, подполковник в отставке, тетка военная, тоже старший прапорщик в отставке. Братья двоюродные, тоже офицерский состав. Дед воевал русско-японскую. Зеленодолец с позывным «Умка» наперекор всем родственникам решил продолжить династию военных. После обучения на полигоне был назначен на должность командира взвода обеспечения. Собственными руками бойцы на передовой обустроили более-менее бытовой комфорт, даже баню построили. Но приходится и на линию боевого соприкосновения выезжать на ротацию и за ранеными. По злой иронии войны часто такие походы рискованы и для самой группы эвакуации. Прилетела, скажем так, кассета. Осколками зацепило руки. Нормально. Не ложился, ничего. Я говорю, я ложиться не буду, госпитализироваться. Мне это не надо. Я говорю, я с ребятами до последнего. Тут каждый человек, он можно, смело руку на сердце кладя сказать то, что он герой. То есть, из последнего, то, что, допустим, позавчера было, на бронегруппе человек находился, поступила команда ему на эвакуацию раненого. Под минометным огнем практически пробежал 3 километра, на себе вытащил человека, спас жизнь ему. То есть, люди те же, я не говорю про специалистов, стрелков и так далее. То есть, простой человек, парень, который сидит, водит Урал на линию боевого соприкосновения, подвозя продукты, на горячих шинах вывозят из-под огня личный состав. То есть каждый человек — это книга, на самом деле. По словам замполита батальона с позывным «Слово», в составе батальона очень много идейных бойцов, которые целенаправленно пришли сюда для того, чтобы это все быстро закончилось. Причем это не только молодые бойцы, но и взрослые мужчины, у которых уже есть внуки. Хотел быть примером своим сыновьям. У меня старший уже заканчивает военное училище, младший тоже хочет поступить. Все-таки как-то, чтобы не стыдно было за отца, и чтобы все было. Но главное, что в этой... Я думаю, надо победить, чтобы... это все-таки, я считаю, в первую очередь, это война против сатанизма, против этого всего, то, что ими движет. И я считаю, наше дело правое, и Аллах нам поможет в этом деле.
У нас контингенты разные, и здесь и Кузбасс, и татари, здесь всякие, но все хорошие, друг на друга хорошо относятся, друг за друга. Они за горой, я их чувствую, что я за горой я стою, вот все они хорошие. Командир танкового батальона имени Дамира Исламова с позывным «Кулак» родом из Чистополя сам участвовал в тщательном отборе бойцов. Наверное, поэтому службу батальон несет без потерь. Самая тяжелая работа – это работа с людьми. Самое главное – это каждому найти подход. То есть не надо сразу быть общей массой. Ты подобрал, отобрал, посмотрел людей. То есть вот это они смогут быть в одном экипаже, другие смогут. Беседа с каждым личным человеком. Как он, откуда он, где родился, чем он занимался, общение его. И все, после этого я уже как командир, то есть их формирую. Как говорят наши бойцы, здесь меняется мировоззрение. Я понял то, что жизнь, она вот все-таки она одна, и она, возможно, будет такая короткая, что, ну, очень скучаю по своей семье, по своей матери. Вот у меня вот единственная мечта – это вот увидеть, обнять мать. Все-таки это вот, ну, отношение к жизни. То, что все-таки я был когда на гражданке, я не думал, как это вот это все мелочная суета, вот это вот. А тут, ну, когда она рядом, что-то вот, ну, имеется в виду, возможно, что ты погибнешь, что там мысли совершенно другие. Бойцы наших именных батальонов – это не ярые фанатики идеи войны, как сегодня преподносят нам западные страны. Это мужчины с трезвым взглядом на происходящее. Все понимают, что если это не завершить здесь и сейчас, то зло нацизма рано или поздно пересечет границы вглубь страны, в которой живут под одной крышей много народов. Этого не допустили наши деды и прадеды в 1945 году. Этого не допустят и герои сегодняшних боевых действий. Ленар Валиулов, Андрей Ключников. 7 дней.